Дай Бог здоровья и благополучия вам. Пусть все хорошо будет. Пусть родные и близкие всегда рядом с вами будут. И вы у них будьте. И вам большое спасибо за ваш труд, за воспитание достойных детей. Я очень рада. Хава Хасановна родилась 2 марта 1926 года в деревне Епанчино Лаишевского района. 15 лет мирную жизнь тогда еще девушки прервала Великая Отечественная война. В 8 классе ей пришлось оставить учебу, чтобы помогать фронту в тылу. Учителя все ушли на фронт, школу закрыли, и я ушла в колхоз работать. 42 до сентября 43-го года я работала в колхозе учетчицей, около бухгалтера колхоза и около секретарем, около председателя сельсовета этого колхоза. После войны Хава Хасановна вернулась к обучению и поступила сперва в Куйбышевское педагогическое училище, а затем в Казанский пединститут. И стала учителем татарского языка и литературы. Позже с супругом-офицером отправилась к месту его службы в Амурскую область. В Татарстан семья вернулась в 53-м Чистопольский район. Там супруг стал военруком. Около 30 лет я работала в 2 школах в Чистопольском районе. Ну как, работала нормально все было нормально. Я любила учащихся, любила и понятно, что они меня тоже любят. За многолетний труд и значительный вклад в образование Хава Хасановна была удостоена медали «Ветеран труда» и почетного знака «Отличник народного просвещения». Ученики спустя много лет не забывают педагога. Она такая мудрая, и сегодня она мудрая. Ни один раз ни на кого не кричала. Ну, я учился кругом на 5, конечно. Я староста класса. Она только глазами: Ильдар, я пойду, руководи классом. И больше ничего, никакого крика. Знаний-то у нее через край. Таких педагогов татарского языка сегодня тем более не найти. В семье сейчас 2 дочери. К одной после смерти супруга женщина переехала в Альметьевск. Лидия Габасовна вспоминает: мама всегда была требовательная, но справедливая. Любит очень много читать, и нас приучила к этому делу. И петь хорошо умеет. И сегодня мы еще, дай бог, споем вечерком. Вот. Нас воспитывала так, как они педагоги, и отец, и мама всю жизнь. Такой школьные люди, душой. Мы к ней относимся очень трогательно, очень уважительно. Еще желаем в здравии долгих лет. Сегодня Хава Хасановна уже не так хорошо слышит, но не бросает любимое занятие. Они в библиотеку ходят, но она уже как бы в движении немножко, конечно, себя ограничивает. По дому больше большинство. А так кроссворды решает, книги читает, очень любит читать. Она преподавала татарский язык, так что в основном душой татарка, преданная. С большим юбилеем труженицу тыла поздравили руководство города, управление образования и Совет ветеранов. Эльвира Шакирова, Эльнур Залятов, Новости Юго-Востока.